Спасибо, здравствуйте всем. Я Андрей Гумба, музыкант. И, наверное, начну со слов благодарности организаторам, которые дали возможность сегодня выступить. И вообще это, я считаю, очень хорошее событие, появление такого места, где возможны такие презентации, общение, интерактив. И я желаю удачи и в будущем в проведении таких мероприятий. Сегодня я постараюсь немного рассказать о том, как нам, музыкантам, помогают современные технологии делать нашу работу. И о том, как я пришел к этой работе и там, какую пользу вообще приносит интернет в этом деле. И в конце на практике там, покажу, как за 5 минут можно вот при минимальном количестве, при наличии там, вот, ноутбука и маленькой MIDI-клавиатуры создать музыкальное произведение там, за 5 минут. То есть это будет, вы сможете наблюдать на экране. Вот. Ну, для начала хочется узнать, я вижу, что здесь присутствуют музыканты, то есть поднимите руку те, кто имеет отношение к музыке, может поете, играете. Ага. Теперь поднимите руку те, кто поет в ванной. Вот, такие тоже есть. То есть, да, это отдельная история, это тоже музыканты. Вот. И, конечно, я уверен, что все вы любите музыку, все мы, то есть музыка часть нас, потому что она всегда рядом, мы радуемся, то есть если мы радуемся, мы там танцуем, поем, если мы грустим, то тоже делаем это под определенную музыку, потому можно сказать, что это часть нашей жизни. Но мало кто знает, как вообще создается музыка, как она рождается. И, наверное, начну с небольшой такой истории, вообще, как это было раньше и как это происходит сейчас. Вот, если брать 60-е, 60-е, 70-е годы, то звукозаписывающая студия была неким храмом для музыканта, если можно так сказать, потому что не было другой возможности у музыканта реализовать свой проект, записать свою песню, то есть как это сейчас возможно, там, собрать мини-домашнюю студию и что-то сделать. Тогда таких возможностей не было. То есть запись производилась, вот мы начинаем, у меня такая фотка, на пленку. Те, кто моего возраста, там, старше, я думаю, застали тот период, когда мы слушали музыку на кассетах, ходили с ручками, перематывали все это. Вот. И, в принципе, в студии это немного большие магнитофоны, намного больше и другая история, но запись производилась на пленку, то есть редактировать практически не было возможности, человек должен был, если спел там мимо или музыкант сыграл мимо, то есть надо было это перепевать, переигрывать, то есть был такой живой момент, и тогда, то есть реально выживали музыканты хорошие. Да, сейчас чуть-чуть ситуация другая, мы это все в цифре можем материал обрабатывать, грубо говоря, можно начитать текст и раскидать его по нотам, да, и, это не совсем хорошо, но оно есть и оно где-то рядом. Вот. И раньше не было понятия, что один человек, сидя там за компьютером, создает музыку. То есть, если надо было записать песню, если нужны скрипки, то приходили реальные скрипачи и писали свои партии, там, все остальное писалось реально вживую. И вот уже где-то в 80-х годах появляются первые такие цифровые устройства с памятью, с секвенсором, в которые уже можно было записывать музыку. И тогда и появилась музыка 80-х, которая уже нам известна с таким оттенком электронным звучанием. И я думаю, все вы, наверное, видели такие синтезаторы, на которые нажимаешь, и они тебе подыгрывают автоаккомпанемент. Это вот первое такое появление уже цифровой музыки. Вот. И ближе к 90-м, конечно, даже в начале 90-х и в конце 80-х появляются компьютеры, они начинают появляться в студиях, там в каждой 5-й, 10-й, и людям начинает это нравиться. Во-первых, звучание слушателю, то, что цифровое звучание, оно чище, но с ним работать легче, появляются компакт-диски, это уже не кассета, то есть музыканты тоже начинают осваивать цифровые уже технологии, и это меняет вообще весь музыкальный мир. То есть, если раньше надо было звать огромный оркестр и записывать, то сейчас человек может сам делать конечный музыкальный продукт. И сейчас уже ни одна студия в мире не обходится без компьютера, хотя есть и гибридные, то есть там стоит и магнитофон, и компьютер, но все равно все это скидывается и обрабатывается, то есть это стало удобным. Но я тут ни в коем случае не хочу сказать, что человек не делает ничего, все делает компьютер. Это не так. То есть понятно, что сейчас есть возможность
на компьютере воссоздать целый оркестр, да, оркестровые партии, записать их, и это будет звучать очень близко и натурально к оригиналу. То есть то очень много музыки современной, которую мы сейчас слышим, делает там практически один человек у себя дома или в домашней студии, или в профессиональной студии, и там без применения там большого состава оркестра. Но хорошие, дорогие, профессиональные проекты делаются все равно по старинке, можно сказать, с участием, то есть большого количества музыкантов, оркестров, дирижеров. И, то есть это все равно правильнее, и это звучит по-другому. При том, что мы сейчас гонимся за оригинальностью звучания, потому что музыки стало очень много. Да, я думаю, все мы пользуемся интернетом, слушаем много музыки стало очень много, и уже порой иногда даже трудно отличить одну песню от другой. Потому сейчас музыканты больше гонятся за оригинальным звучанием, за интересным, за чем-то своим. Вот. И потому все-таки человеческий фактор, он очень важен в музыке, нельзя, то есть, забывать о нем. Хотя вот электронная музыка, танцевальная, клубная, там, может быть, хип-хоп, вполне делается одним человеком, с ноутбуком в любом месте, главное, чтобы там было электричество, наушники и все, и вперед. Да, эта музыка позволяет, она синтетическая, то есть все происходит внутри компьютера, и это другая история. Но в целом, то есть мы все-таки стараемся делать это живем. Вот если мы посмотрим, как это было, так как есть, когда пишется вот целый оркестр, то есть все это озвучивается и пишется, да, вот. Тут какая-то рок-группа, допустим, люди стоят там разделенные в кабинках своих по-разному, в общем, все это пишется живем. И вот они, большие студии, большой пульт, который в цифровом мире, уже в программах компьютерных, вот этот пульт перенесен как бы уже в компьютер. Вот. А вот современная студия, скажем так. То есть практически здесь, вот здесь делается все то же самое, что делается и там. Когда-то я вообще не мог представить, что я смогу записывать свою музыку. Был такой период, когда мы мечтали записать, сделать какой-то сборник на компакт-диске и там включить его в машине. То есть это показалось чем-то нереальным, как это я запишу диск, у нас же вот кассеты, и как бы так и останется. Нет, сейчас есть возможность, да, не только диск записать, а сделать и свою музыку. И это большой прорыв, и хочется, чтобы это понимали, потому что я знаю молодых музыкантов, вот, которые сейчас там работают, с которыми я общаюсь, они принимают все то, что есть сейчас, все эти технологии, как данность, ну, как бы нормально, вот оно все есть, и почему бы и нет. Но хочется, почему я как бы прошелся так по истории некой, хочется, чтобы понимали, что как это было, как было тяжело, трудно, и сейчас это все, конечно, доступно. И сейчас есть вот интернет. Это вообще, я считаю, не просто, да, мы там можем общаться. Интернет, вот для меня прежде всего, это школа большая. То есть я очень много получил знаний, сидя в интернете, грубо говоря, на Ютубе. То есть, осваивая многие программы, вы можете взять, набрать любой вопрос, который вас волнует, и вы ответ получите, то есть во многих вариантах, и получается, вы экономите время, там, за 5 минут узнавая ответ, ну, неважно, там, музыка или фотография, хотите вы Photoshop освоить, да, вы вбиваете вопрос, вы получаете ответ, все, вы это сделали, идете дальше и наращиваете знания. Это вообще бесценно, потому что в наше время этого не было, надо было кому-то звонить, кому-то отправлять письмо или не знаю как, кому-то ехать, чтобы просто получить маленький совет, как там, да, нажать на кнопку и сделать что-то. Это очень важно. Надо этим пользоваться просто вообще во всех моментах. Вот. И, конечно же, интернет дает также возможность общаться с людьми. То есть я не мог представить себе, что когда-то я смогу написать там, музыканту, звукорежиссеру, которым там, я, ну, скажем так, восхищаюсь, уважаю его работу, что я ему напишу, спрошу там, да, и он мне ответит, пусть не сразу, через какое-то время, но там он находится на Западе, там, неважно где, он мне отвечает и там комментирует что-то, то есть это ведь вообще, ну, это бесценно, потому что это расширяет, во-первых, границы, мы можем общаться с кем угодно и получать очень много информации, этим надо пользоваться. Мне пишут часто, там, ребята спрашивают что-то, да, бывает в силу занятости не сразу ответишь, но все равно мы отвечаем, и какое-то общение завязывается, может и какое-то сотрудничество, то есть этим надо тоже пользоваться. И для работы, вот в частности у музыкантов, как мы пользуемся интернетом. Вот я приведу такой пример. У нас был один проект, мы записывали одну песню, да. Певец находился в Питере, то есть он нам
Он записал какой-то черновой вариант какой-то своей песни, он сочинил ее, прислал нам в студию и изъявил там такое желание, чтобы все было сыграно музыкантами живем. То есть, ну, ему нравится, как мы это делаем, там не знаю какие причины, но он сделал такой заказ. Я у себя в студии записал живые барабаны, какие-то клавишные партии, мы там прописали одну гитару, и бас-гитарист находился в Москве, второй гитарист находился где-то в Европе. То есть, ну, я беру этот черновой материал, отправляю бас-гитаристу, отправляю гитаристу, они у себя там в домашних студиях прописывают свои партии, присылают мне, я отправляю певцу черновой вариант, он поет в Питере там свои партии у себя в студии бэк-вокалы, присылает, я все это собираю, свожу, отправляю, все это происходит там за 4-5 дней. То есть мы сделали песню за 4-5 дней, при том, что люди находились в разных точках. Вот, и это же, вот, то есть представить это много лет назад, но я не знаю, как бы мы это сделали. То есть и цена проекта выросла во много раз, то есть это надо ехать к человеку или привозить его, то есть тут много моментов. И сейчас уже многие, почти все компьютерные программы музыкальные интегрируют у себя такие функции, как удаленная запись, то есть человек сидит на другом вообще континенте, главное, чтобы у него был интернет, веб-камера, вот, как раз, вот. Я его вижу, как будто он в соседней комнате, допустим, я сижу за пультом, он сидит за своим инструментом, и я могу с ним общаться, записывать, то есть мы можем целый день вот так просидеть и вести работу по записи песни. То есть это тоже очень расширяет возможности, и сейчас даже уже программы делают такую возможность прям в интернете совместно многим музыкантам там с разной точки планеты работать над музыкой. То есть заливается в общее облако материал, и разные музыканты могут, да, в союзе делать эту песню. И это вообще очень круто, расширяет, просто размывает границы, расширяет возможности. И этим тоже надо пользоваться. И неважно, чем вы занимаетесь, музыка, там, фото, вообще любая сфера. То есть для всех уже есть разные приложения, разные облегченные, разные инструменты, которые облегчают работу. И этим надо пользоваться. Я всегда за это призываю всех. И если даже, то есть вы занимаетесь вообще в другой сфере работаете, да, но есть какое-то творческое начало, творческий момент, и вам хочется как-то проявить себя, то вообще несложно там найти, да, программу, скачать, спросить, там, мне написать, кому-то, неважно. Вот, найти опять же на YouTube, как этим пользоваться, и для себя делать что-то для друзей. То есть когда-то, когда я начинал, то же самое, я года 2, наверное, сидел дома, что-то записывал и показывал друзьям. И получал какие-то комментарии, нравится, не нравится. И так как-то я пришел к тому, что, ну, видимо, что-то получается и можно работать. Я когда-то тоже очень долго определялся с профессией, и после школы поступил сюда, в наш АГУ, по специальности врач-биохимик. Вот. И там с последующим переводом в Москву, стану врачом и все такое. Ну, в общем, года 3 я учился и понял, что все равно они на своем месте. Это творческое зерно, оно очень сильно изнутри так вырывалось, и вот, и тогда я уехал в Москву и начал заниматься вот уже музыкой полностью. Но у меня есть друзья, которые там со мной работают, которые как бы сейчас совмещают, да, вот Алхас Марколя, один из моих членов Ама Рекордс, он, то есть вечером его видят там, как он с гитарой стоит на сцене, играет музыку, а утром смотрят, как в Академии наук собираются ученые и видят его там с докладами, потом звонят, говорят, это он, это что, это как, это почему, то есть, ну, есть и такой вариант. Вот, потому пользуйтесь всем этим. И еще есть один такой маленький ресурс в интернете, о котором хочется поговорить, это SoundCloud. Наверное, я не знаю, кто-то пользуется, мало им пользуется. Это, ну, грубо говоря, такой же Инстаграм, только музыкальный. Вот, soundcloud.com. Можно туда зайти, то есть найти там, зарегистрироваться, найти своих любимых артистов, и не только. Там очень много музыки, по стилям. То есть регистрироваться, общаться для тех, кто любит музыку. Да, у меня там есть страничка, я делаю что-то новое, я выкидываю это туда, и можно это комментировать, делиться, создавать плейлисты. То есть очень много ресурсов, это все тоже надо этим интересоваться, искать, и это, не знаю, это тоже объединяет, и я думаю, что это интересно. Вот, я думаю, что сейчас можно перейти немного к практике, я покажу все, о чем я говорил, и как мы это делаем вот у нас в студии. Так, у меня тут есть вот, сейчас отключу, есть MacBook и есть вот такая маленькая MIDI клавиатура. Все. И мышка. Так,
Такие программы, которые называются Logic, программ много, каждый ищет их себе по вкусу, по функциям, не знаю как. Вот, ну я сейчас не буду говорить о том, что такое там сочинение, там, это другой вопрос. Допустим, что вы сочинили композицию, как правило, мы думаем всегда, что она гениальная, пусть так. Вот, допустим, у меня есть какой-то звук и последовательность аккордов, которые, допустим, мне там нравятся. Ну, в общем, неважно. Так, с чего у нас начинается процесс? Я пропишу эту идею музыкальную, то есть так работают сейчас очень многие. Я где-то был в самолете, и вот таким образом там за 20 минут полета записал отрывок, который потом использовал в песню и уже ее поет. То есть это нормально. Вот, я начинаю запись. Играли. Теперь мы сюда впишем барабаны. Не громко. Как видите, я заранее выбрал и подготовил уже звуки, чтобы не тратить на это время. Обычно на это уходит много времени, найти подходящий звук. Вот. Как происходит вообще создание музыки? Мы записываем тему, потом мы пишем ритм-секцию, это какие-то барабаны, потом бас. Вот. Можно даже засечь время, за какое время это произойдет. К маленькой клавиатуре. Очень тяжело сюда тыкать. Вот у нас есть бас. Когда есть барабаны, бас и какая-то тема, то вот уже практически основной музыкальный рисунок у нас готов. У нас какое-то пианино, допустим. Как вы видите, я прям пишу маленький отрывок. Вот у нас скрипки. Если бы не современные технологии, то тут сейчас сидели бы 5 человек со скрипками. Они бы долго настраивались. Я очень мало играю, да, кажется. Так. Как вы видите, мы все ноты можем редактировать, двигать. По сути, можно работать и без клавиатуры, все это рисуется. Теперь я беру и пользуюсь супер оружием Ctrl-C, Ctrl-V. Хотя у меня есть Ctrl-R. А? А лупа не вариант? Нет, луп мне не нужен. Так. Я, допустим, там разгружаю куплет.
делю это на секции. Допустим, у меня какое-то вот вступление, куплет, припев. Я тут заготовил эффекты уже, которые тоже надо искать. И самое интересное сейчас произойдет, когда заиграет вот эта желтая дорожка. Я включаю сначала и послушаем. У меня сейчас 5 дорожек рабочих, а в нормальной песне их 30, 40, 50. То есть у нас вот такой пульт, на котором каждый инструмент подвергается обработке. То есть представьте, сколько времени и труда, да, нужно вложить, чтобы, допустим, отредактировать. Пульт, который стоит в студии, сейчас уже в современном мире перенесен вот, в виртуальное пространство, и мы также можем им пользоваться. Вот, все это к чему? К тому, что пробуйте, все в ваших руках, и не обязательно заниматься этим профессионально. Вы можете, да, в iPhone, в iPad скачать кучу приложений, кому интересно, там напишите, посоветую. Делайте это для друзей, для себя, для своих, передавайте. А в будущем, возможно, это перейдет и в работу для кого-то. И вот так. Спасибо всем. Не сложно? Расскажите, пожалуйста, про свой проект последний. Как вы к этому пришли и почему сейчас стало для вас важно? Спасибо за вопрос. Мы пришли, я не знаю, много лет уже. Мы, как все знают, что мы занимаемся, скажем так, эстрадной музыкой. И мы думали о каком-то таком миксе, потом, чтобы подойти к народной музыке, но как-то все-таки боялись, думали, не хватает опыта, но как-то мы шли к этому. Последний год мы начали разрабатывать тему, и как-то получилось так, что у нас теперь в команде есть музыкант Тимур Агрба, который, ну, у него образование народного музыканта, он хорошо в этом разбирается, и получилось так, что у нас теперь в студии команда, которая может работать и с той, и с этой стороны, скажем так, делать эти миксы. И мы вот сейчас уже вплотную занимаемся реализацией этого проекта. Мы берем как и неизвестные народные песни, так и известные, и делаем их обработку в современном стиле. И мы надеемся, что это как-то все-таки, ну, абхазская музыка зазвучит чуть в другом виде, и молодежь начнет больше слушать, да, узнаете про народные песни, потому что все-таки у нас такой неплохой багаж народной музыки, и он теряется по чуть-чуть. И мы как бы хотим вот возродить таким путем. Есть ли грань между попсой и качественной музыкой? То есть она развивается из-за вот этих же технологий, которые внедряются в музыку. То есть каждый дурачок может сесть и собрать там свою песню, назвать ее гениальной и попытаться ее продвигать. Есть люди, которые умеют это продвигать, и получается, что попсовая музыка некачественная, но при этом как-то люди слушают, попадает в топы. То есть если вот эта грань, вы стараетесь соблюдать ее, чтобы сделать все-таки туда душу вкладывать, а не просто вот лишь без дела. Ну, тут такой путь, какой выбирает каждый. Кто-то хочет реально сделать продукт и заработать деньги, но тут есть такой момент. Кажется, что каждый дурачок, скорее дурачок напишет что-нибудь такое интересное, не попсовое, а реально написать песню, которая пойдет по всем электричкам, маршруткам, утюгам. Это задача сложная. Это реально кажется, что там 3 аккорда, 2 ноты и непонятно какой текст из 2 слов. Но это тоже задача нелегкая. И такая музыка все-таки, она должна быть. Она заполняет какое-то, то есть какая-то масса, да, общества, она хочет этой музыки. И этого не избежать. Мне кажется, она вытесняет качественную музыку. Как? Вот эта попсовая музыка вытесняет качественную музыку. А вот тот человек, который слушает эту попсу, он все равно эту качественную музыку слушать не будет. Он будет ее критиковать, удалять, он будет искать эту попсу, он ее найдет.
Вот есть этот Из-за момент. того, что просто навязывают эту попсу, постоянно его везде крутят, и человек просто без выбора. Да, но опять же, например, эту, да, навязывают там, где работает система, допустим, в России, где там радио, телевидение развито, они могут навязать. У нас ведь этого не работает, никто в принципе не навязывает, но оно сам даже до нас добирается. То есть есть люди, которые ищут этого и хотят, и пусть эта музыка будет, она не живет все надолго. Например, альбом Майкла Джексона «Триллер», он вышел в 1984 году, и до сих пор в этом году он миллионными тиражами продается в оригинале. То есть это о чем говорит? О том, что качественная поп-музыка, она живет. Альбомы там 70-х годов, да, Rolling Stones и кого угодно, они до сих пор продаются, скачиваются, люди это слушают. А какие-нибудь черные глаза, ну да, они там гремели, да, пару лет, и все, сейчас мы это не слышим. Последний вопрос у меня. Есть Ама Records, есть соло, а вот чисто когда вы выступаете, что больше пиарите? Группа соло это мы на сцене, а Records это мы в студии. Да, и как-то у нас все это взаимосвязано, мы можем также выступая, потом вернуться в студию, что-то записать, потом выехать и сыграть. И соло это больше, наверное, проект такой, то есть мы сотрудничаем с разными вокалистами, музыкантами. И вот кто-то нас спрашивает, почему там у соло нет певца, почему вы постоянно не работаете в одном направлении. Но как-то так пока сложилось, мы не хотим как-то ограничиваться, работать с одним, потому что групп в Абхазии мало, да, их там практически нет. И потому мы не хотим ограничивать других вокалистов, мы работаем с разными. И Ама Records также, то есть работает много с кем, во многих направлениях, и мы особо не разделяем свое творчество.